В части бригады прибыла на пополнение значительная группа якутов. Якуты – отличные охотники, такие же отличные стрелки. Командующий войсками приказал: на эти качества якутов нужно обратить внимание командиров частей и обучать якутов как разведчиков и снайперов. Во время Великой Отечественной войны снайперы шли в бой с особым заданием – быть незаметными для врага и бить в цель без промаха. Только из Якутии в ряды Красной Армии было призвано 100 человек, владеющих этим мастерством в совершенстве. В плеяде этих снайперов и Иван Николаевич Кульбертинов. Из памятки для снайперов командующего 62-й армией генерала Василия Ивановича Чуйкова. Снайпер – это охотник. Твой метод – скрытность. Твой рабочий инструмент – терпение. Учись переносить голод, холод, боль, неподвижность. Учебный фильм командования Люфтваффе. Умение скрыться, ввести противника в заблуждение требуется от любого солдата. Мы, снайперы, должны владеть этой техникой в полной мере. Враг коварен, будь хитрее его. Он вынослив, будь упорнее его. Твоя профессия – это искусство. Ты можешь то, чего не могут другие. Тебе доверяют. За тобой – Россия. Действительно, кроме снайперской меткости и храбрости, советские солдаты обладали другим превосходством. Они были сильны духом и верой в победу. Возможно, рожденным в начале XX века судьбой было предначертано стать поколением победителей. Одним из них был Иван Николаевич Кульбертинов. Он родился в семье потомственных оленеводов и охотников Алекминского района Якутской ССР. Говорят, что он был физически очень сильным человеком. Мог запросто на плечи закинуть тушу добытого лося и пойти пешком. Охотиться рядом с ним никто не мог. Все потому, что не успевали за ним. А по скорости и меткости в стрельбе, недюжинной силе и ловкости ему не было равных. Удивляет в судьбе этого человека не только богатырская сила, но и семейное древо, которое пустило свои корни далеко за пределы Якутии. Валерий Тихонович, изучая родословную Кульбертиновых, отыскал родственников в Иркутской, Читинской, Амурской областях и в Приморском крае. Сегодня доподлинно известно, что фамилию Кульбертинов носят 200 человек, а сколько еще тех, кто сменил фамилию в связи с замужеством. Большинство наших родственников продолжают жить в тайге, охотятся, держат оленей. Они истинные дети природы. Род Кульбертиновых продолжает и Степанида Артахинова, мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, обладательница 2 орденов за заслуги перед Отечеством 2-й степени и полярная звезда. Я думаю, что да, гены играют огромную роль вообще в жизни человека. Это вот не так, чтобы там мамы или папы, а ведь древо семейное, оно большое, и можно вот унаследовать из дядь, дедушек, бабушек, все вместе. Я очень горжусь, что во мне есть кровь Ивана Николаевича Кульбертинова. Я сам лично думаю так, что они родились в Чародакан, да? Она это горная река. Там камни такие большие, да? Это по-якутски, наверное, называется Кульбетастер, да? Вот я думаю, наверное, с этого пошла, наверное, ихняя фамилия. Иван Кульбертинов с ранних лет познал горечь потери.
После смерти родителей 3 брата Николай, Иван, Петр и сестра Катя воспитывались у дедушки с бабушкой. Дед доверил внуку свое ружье, когда ему было 6 лет. Старик плохо видел, поэтому отправлял его охотиться на белок. Свою добычу маленький Ваня пытался тащить на себе, но иногда приходилось волочить по земле. И тогда дед ругал его за подпорченный мех. Еще в детстве дед называл его «помпе», что с эвенкийского означает «быстрый и неуловимый». Возможно, это второе имя во время войны помогало ему. Но когда противостояние с врагом доходило до предела, и в этой схватке успех был на стороне Кульбертинова, то в полку его стали называть непобедимым. Когда 25-летний Иван Кульбертинов летом 1942 года добровольцем уходил на фронт, то он получил особое благословение. Дядя был шаманом, его звали Роман. Вот он, когда он уходил в войну, он ему сказал: ты с войны вернешься живым и здоровым, я буду тебя оберегать. Он говорил мне: благодаря, наверное, к этому я и вернулся с войны, с такой войны, говорит. Ну, иногда, говорит, вот лежу, говорит, да, а он в засаде, говорит, и надо мной иногда, говорит, вот ворон, говорит, пролетает, вот этот кружится надо мной, да, и улетает. Вот я, говорит, чувствовал, что это мой дед, который меня оберегает. В Уральском военном округе по решению Государственного комитета обороны для отправки на передовую готовили специальные лыжные бригады. Рядовой Иван Кульбертинов, показав отличные стрелковые и беговые качества, был зачислен в 23-й отдельный лыжный батальон. Свое первое боевое крещение Кульбертинов получил в Демянской наступательной операции на территории Новгородской области между озерами Ильмень и Селигер. После мирной жизни попасть в самое пекло войны – это было подобно аду. Конечно, говорит, страшно было первый раз, когда вот лежишь рядом, человек умирает, да? Это, говорит, страшно. Осень 1942 года, зима и весна 1943 года для Северо-Западного фронта, куда определили 23-ю лыжную бригаду, были не самыми удачными для наступательных операций. Враг был настолько силен, что пришлось совершать 9 попыток для разгрома противника. От этих ожесточенных боев зависела судьба Ленинграда и южных рубежей фронта. Но в конечном итоге 1 марта 1943 года Демянск был освобожден. Однажды командир заметил, что рядовой Кульбертинов стреляет без промаха, и его тут же определили в снайперы. Работа оказалась ответственной и опасной. Все потому, что снайперы шли впереди армии, как разведчики. Работали в одиночку или в паре. Во время войны значение снайперского выстрела стояло в одном ряду с работой целой артиллерии и авиации. От каждого снайпера зависел исход любой наступательной операции. Русский снайпер – это что-то ужасное. От него не скроешься нигде. В траншеях нельзя поднять голову. Малейшая неосторожность – и сразу получишь пулю между глаз. Опасаясь пули Ивана Кульбертинова, фашисты писали «Ахтунг, Кульберт». В боях на Курском и Орловском направлении в составе Центрального фронта под командованием генерала Константина Константиновича Рокоссовского снайпер из Якутии проявил свои истинные качества охотника. В наградном листе от 18 июля 1943 года записано: «Гвардии сержант Кульбертинов Иван Николаевич истребил до 20 гитлеровцев и уничтожил пулеметный расчет. За этот подвиг он был награжден медалью за отвагу».
Когда форсировали Днепр, он поступил очень мудро и переплыл реку верхом на доске. В описании очередного подвига снайпера командир 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии подчеркивает: Кульбертинов – лучший снайпер полка. На его счету за 2 месяца имеется убитых 113 немецких солдат и офицеров. Был случай, когда он 3 дня охотился за немецким снайпером, который истребил немало наших офицеров и солдат. По специальному заданию командира Кульбертинов вышел ночью, чтобы изучить обстановку. Оказалось, что стрелок противника взобрался на дерево. Наш снайпер тоже не промах. Обнаружив его, обезвредил одним выстрелом. Иван Кульбертинов, рискуя жизнью, первым поднимался в атаку с криками «За Родину!». За эти героические поступки гимнастерку легендарного снайпера украшали новые боевые ордена Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды. Он подчинялся командиру батальона. Ночью меня поднимают, садят в машину и везут куда-то. Я не знаю, куда меня везут. Привозят, и там я располагаю, и на завтрашний день мне уже задачу ставят туда, и в этот. И я иду там, неделю вот так вот побуду, там постреляю, и меня опять обратно. Не днем, а ночью. Машину и тоже увозят обратно. Я говорю, а почему, говорит, ночью те? Почему не днем? Он так, говорит, плечами так пожимает. Но я это уже потом понял, почему его ночью возят. Потому что его оберегают. Это такой человек, снайпер, да? То могут, если днем ее повезут, так могут и самолеты бомбить. Враг отступал, и до Германии было уже рукой подать. Зимой 1945 года в боях за освобождение Закарпатья и Чехословакии в составе 4-го Украинского фронта его снайперский счет пополнялся новыми данными и также боевыми наградами. Орден Славы 2-й степени, медаль за боевые заслуги и именная снайперская винтовка с надписью на прикладе «Лучшему снайперу, старшему сержанту Кульбертинову от военного совета армии». Иван Николаевич Кульбертинов встретил победу в освобожденной его дивизии Праге. Помощь не запоздала. Прага спасена. Казалось, что долгожданное возвращение на родину победителям принесет только радость. Но легендарного снайпера Великой Отечественной по дороге домой в Иркутске ждали новые испытания. В Иркутске в ресторане сидели, и просто фронтовики встретились и отмечали, да. И тут подходит патруль, начальник этого патруля, говорит, ты, говорит, азиат, ты, говорит, тебе сколько орденов, может, ты этих снял. И тут, конечно, не каждый выдержит. Человек-то с войны ехал, у него психика все подорвано. И тут у него и был именной пистолет. Этот пистолет ему дал Аркасовский. Он этот пистолетом его стрельнул, но не попал. Ну, потом его схватили, конечно, и туда увезли, все ордена забрали, именной пистолет забрали, потом раз видят, ну, действительно его, у него удостоверение все есть, да, его ордена, все награды дают, и его домой отпускают, но пистолет не дают. С таким клеймом он сюда приезжает. С войны приехал он в Якутске, и тут он встречает, с которым он ушел на войну, да? Вот они поехали к нему, а тут и сестра его подошла, моя мать как раз там училась в культпросветшколе, уже на 2-м курсе. Вот он там увидел,
но там молодые люди познакомились. В этот же год они уже поженились. Я вот сейчас представить не могу, да, как вот якутская девушка, да, которая родилась в деревне, да, в палатке жила, там все шила сама, вот это выделывала все. Как может человек так перемениться, да? Это надо, значит, любить такого человека, да? Туда поехать. Чтобы прокормить семью, Иван Николаевич принимает решение устроиться на заработки на бодайбинские золотые прииски. Вот в ноябре, вот в это время они уже работу закончили и получили зарплату и едут обратно. И тут их подкарауливают эти местные, которые с Бодайбо работали. Получается, у них потасовка такая, и в результате одного там местного убивает. Следствие там туда-сюда, он уходит, всего ножа убили этого человека. И у него лишили вот эти все награды, исключили из партии. После этого тоже его осудили только. Он отсидел 5 лет и приехал обратно. Но через некоторое время его остановили, все награды вернули. Но след-то тоже остался. Не может такой человек быть героем Советского Союза. Так уж сложилось, что Ивану Николаевичу после испытаний, выпавших на его судьбу, не удалось сохранить отношения с женой, и семья распалась. До последних дней жизни его спутницей была Анна Андреевна Ильинова. Ивана Николаевича я очень хорошо знала с малых лет. Наши родители вместе кочевали. Я знаю, что он несколько раз ездил на встречу с однополчанами. Он побывал в тех местах, где воевал. Я тоже трижды ездила с ним в Карпатскую область, Киев и Орел. Они вместе работали и охотились. Добычу сдавали для фермы, где содержали чернобурок. Все мое детство прошло без отца. Поэтому, когда мы стали жить одной семьей, то я его очень уважал. В общении он был прост и не любил рассказывать про войну. Он никогда не подчеркивал, что я не родной сын. Иван приезжал к отцу, и мы с ним как братья. Шли годы, дети выросли, а поколение победителей, убеленное сединами, вспоминало о своем военном прошлом только в период редких встреч с однополчанами. Ивана Николаевича в поездках в Москву и Подмосковье сопровождал Егор Евдокимович Максимов. На Украину и в Закарпатье с легендарным снайпером ездил Григорий Константинович Макаров. В советские времена боевое прошлое Ивана Николаевича не забывали, и в 1985 году при праздновании 40-летия Великой Победы он удостоился чести получить орден Отечественной войны первой степени. Вслед за этим событием судьба вновь преподнесла испытание на прочность и терпение. Он заболел на охоте, когда нашли 3 медвежьи берлоги. А в тайге есть такой закон. В берлогу первым пускают молодого охотника. В тот раз их было только 2, и когда вытаскивали медведя, то у него от большого напряжения поднялось давление, и он упал. После инсульта у него был паралич, и он был прикован к постели почти 10 лет. Мы жили вместе. А потом я матери и ему построил маленькую избушку. На долю Ивана Николаевича Кульбертинова выпала участь вести непрерывный спор с судьбой. Она была к нему благосклонна, позволив остаться в живых и вернуться домой с почестями. Порой она была беспредельно жестка, посылая одно испытание за другим. Такое мог выдержать только сильный духом человек.
Когда он уже лежал больным, вот тогда он мне один раз сказал, что вот я, говорит, болею, вот, говорит, мучаюсь, меня, говорит, этот не забирает туда, потому что я, говорит, очень большой грешен. Я столько людей убил, у них, ну, они хотя и немцы, но у них тоже, наверное, были и матери, и отцы, и деды, и бабушки, и дети. Я говорю, отец, это, говорю, война, если бы не ты, то бы тебе. Я потом уже он замолкал, отворачивался и... Конечно, очень трудно было видеть такого человека, да, который, ну, 60, ну, сейчас вот мои года, он двухметровый вот забор, он так припрыгивал, да. Вот такого человека видеть таким беспомощным очень трудно было. Прошло 100 лет со дня рождения Ивана Николаевича Кульбертинова, но до сих пор не умолкают рассказы об этом уникальном человеке. Многие знают, что его представляли к званию Героя Советского Союза. Об этом он сам рассказывал. А я ему верю. Он человек правдивый и лукавить не мог. Но обстоятельства сложились так, что в штаб попала мина. Сгорели все документы и боевое знамя. Сами понимаете, что утеря знамени — это позор для всего полка. Насчет Героя Советского Союза. Значит, вот у меня есть копия указа постоянного президиума съезда народных депутатов СССР. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Но дело в том, что вот этот орган на то время не имел соответствующих законодательных полномочий. Он не имеет права. Только Верховный Совет СССР имеет право присваивать звание Героя Советского Союза. Несмотря на это, он... В одном из интернет-сайтов опубликован список самых результативных снайперов Второй мировой войны. Здесь он значится. Кульбертинов Иван Николаевич, снайпер 23-й стрелковой лыжной бригады 7-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка, один из самых результативных снайперов Второй мировой войны. Уничтожил 487 фашистов. Знаете, он, когда говорят это, после войны вспоминал, он, конечно, уничтожил более 400 фашистов. Ему можно верить, потому что он такой был очень честный, очень скромным человеком. Но вот официально считается 252 человека. Это, конечно, это только официально. Отец мой говорил, ну, я, говорит, до 500. У меня, говорит, не хватило двоих. А я, шутя мне, ну, это шутку, да, говорил, я эти 2 лицензии, говорит, тебя оставляю. Тогда будет 500. Но у нас характер такой, что если мы что-то надумали, да, доведем его до конца. Отец меня учил, и я своих детей тоже так же учил. Давайте сделайте до конца, а не сойдитесь с половины пути.